Божьей милосердности в особливый способ просим Иисуса Милосердного, как поделил нас потребными ласками и святости. Святую и мшу справую в интенции за померлых Янина, 1 год по смерти, Бранислав, Юзепа, семьи Соколовских и Конопатские, и Ванда Калачик, просячи для их радость життя вечного в володарстве небесным. Перепросим за наши грехи, как мы могли Бог возложить в эту наисвятейшую ахвяру. Spowiadaемся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я верный, думкою, словом, ученком и занятием. Моя вина, моя верный великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за всеми Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Ой, наш Пан,
Молимся. Boże bez końca miłosierny, Ty kasztanowe świadkowanie Wielkiej Nocy żywdajesz wierę Twojego naroda. Prosím ťa, nepoveríš u nás svoju lásku, как преклоней постигали велич Христа, яким были ожившая, могутность Духа, яким были отродные, и коштовность крови, якой были откуплены. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог празусе, яки вечный я. Amen. Zapraszaj jeszcze. Браты заставались верными учениям апостолов и супольности ломали хлеба и молитвам. И был страх, что кожный грешит, и шмат судов и знаков чинили апостолы. И все верники были разом, и все их было супольное. И предавали на путах свой демонемности, и дарили помещу всеми, кто не оставил. Что дня были разом святыми, и ломали, что на хлеб, и они споживали ежу радости и простоте сердца, прославляючи Бога і маючи прихильність всього народу. А пан щодня залишав для їх тих, що збавлявся. Хвалите Пана, мудрый и милосердность Божия. Хвалите Пана, мудрый и милосердность Божия. Нехай скажет Израиль, навеки милосердность Яхвая. Нехай станет теперь дом народа, навеки милосердность Яхвая. Нехай скажут те, кто боится Пана, навеки милосердность Яхвая. Хвалите Пана, великий милосердность Яхвая. Мощно штовхнули меня, как упал я, али Пан подтримал меня. Пан сила моя и песня, и Он стал моим спасением. Голос радости избавления у шатрах праведников, правица Пана чинит суды. Хвалите Пана, великий милосердность Яхвая. Камень, откинутый рудоками, стал головою угла. Пан учинил это, и земля в очах наших. Гостиньяки Пан учинил, будем радоваться им и веселиться. Хвалите Пана, великий милосердность Яхвая. Читание первого послания святого апостола Петра. Благословенный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який през великую милосердность свою отрадил нас от живой надеи просто воскресения Иисуса Христа с мертвых, до спадщины неизнищальной, беззаконной и неувядальной, якая закована на небесах для вас, умацевана усилий Божиих раз веру для избавления, готового объявиться в опошний час. К этому радуйтесь,
Нам калі цяпер і даведзецца трохі пасумаваць падчас розных выпрабаванняў, каб правераная ваша вера аказалася нашмат каштоўнейшай за тленнае золата, якое выпрабоўваюць агнём, на славу і хвалу і пашану падчас аб'яўлення Jesуса Христа. Хоць вы не бачылі, любіце Яго, і хоць цяпер не бачыце Яго, верце ў Яго. Весяліцеся радасцю невыказную і найслушнейшую, дасягаючы мэты веры вашай, збаўлення душ. Гэта Слово Божие. Дякуємо Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты поверил, Тамаш, тому, что плачу мне кажа вам. Счастливые те, кто не бачил, а поверил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia według Jana. Chwała Tobie, Panie. Kiedy był wieczór tego pierwszego dnia tygodnia i drzwi doma, gdzie zbierali się uczni, byli zamknione od strachu przed Judejami, przyszedł Jezus i stał посередине i сказал im: Spokój wam. I сказавши это, показал им руки и бок. Узрадовались учни, убачивши Пана. Тогда Иисус знов сказал им: Спокой вам. Як послал меня Отец, так и я посылаю вас. И сказавши это, дыхнул и кажет: Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будут отпущены. На ким покинете, на тем застанутся. Тамаш, один из 12, называемый Близня, не грустили, когда пришел Иисус. Іншие учни казали ему: Мы бачили Пана. Але он сказал им: Коли не убачу на руках его рану от цвиков, и не укладу пальца своего и раны от цвиков, и не укладу руки своей в бок его, не поверю. Раз 8 дён знов были у доме ушли Иовия, и Тамаш с ими. Хоть двери были замкненные, пришел Иисус, встал посередине и сказал: Спокой вам. Потом каже Тамашу: Дай сюда палец твой и погляди на руки мои. Дай руку твою и уклади у бок мой, и не будь неверующим, а верующим. Тамаш отказываючи, сказал ему: Пан мой и Бог мой. Иисус каже ему: Ты поверил, Тамаш, тому, что убачил меня. Счастливый ты, кто не бачил, а поверил. Шмат інших цудов, про яких написано у этой книге, учинил Иисус перед учнями своими. Это ж написано, как вы поверили, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, и как верующие мы имели житё у имя Яговое. Это слово Пана. Не кожен з нас має адвоката. Може, ніхто з нас не має адвоката. Бо каб мець адвоката, треба добро заробляць, або быць кімсьці, мець высокую пасаду. Хоць вядома, што адвокат каштуе, аднак по-людскі нас на яго не ставіць. Але сённяшняя урачыстасць вельмі добра паказвае,
что есть у нас адвокат, и это есть Божья милосердность. Сам Иисус милосердный обороняет нас, заступается перед нами. А перед кем обороняем? Перед злым духом. Он не хочет, как мы затратили свое життя тут на земле, але как нашли добро, как имкнулись до Пана Бога. Поглядите, сегодня, не только сегодня, так как мы сказали, первый день свято з мертвых повстання. У гэты сегодняшний первый день, когда Иисус Христос з мертвых повстал. И святар это само говорит и говорил, все раду это само, в гэты первый день, когда Иисус Христос з мертвых повстал. И сегодня почуем подчас молитвы умшали, профации, так само молитвы eucharystycznej. У гэты первый день, когда Иисус з мертвых повстал. Даже сегодня нам прочитали в Евангелии, коли был вечер того первого дня тижня. А сколько уже дней прошло? Мы же разумеем, уже 8 дней. 8 дней. Поглядите, какая великая Божья милосердность. Бог открывает для нас свою добрыню и свое сердце и чекает на нас, как мы избавились. Для Бога часу нема, а для нас этот час растягивает на 8 дней. Видите, той самый первый день, той самый первый день, и мы вспоминали тиждень тому назад. Сегодня мы его и снова вспоминаем. Він такий значний і взносний. В той перший день, який дав человечеству надію на життя вічне, дав радость. Глядите, як це відбувалося у сьогоднішній Євангелії. Коли був вечір того першого дня тижня, і двері дому, де збиралися учні, були замкнені, був вечір того першого дня. Доpiero, глядите, как Иисус Христос объявляется учнем, апостолом своим. Напомните, на початку кому объявился? Женщинам объявился Иисус Христос. Затем женщины пошли, рассказали апостолам, что вось Иисуса Христа нема, з мертвых повстал, бо объявился им. Поверили два апостолы, али Ян и Петр, али не знайшли у гробницы никого. Вернулись. В этот самый первый день, еще так само, Иисус Христос объявится двум учням, которые будут у дороге до Эмаус, до вёски Эмаус. Не апостолам, а учням, які познають його. Але чому не об'явився одразу і з мертвих повстав апостолом своїм? І, напевно, були занепокоєні. Напевно, мали шмат питань, не знаходили шмат отказів у своїм житті. А гэтых адказаў патрабавалі. Мы таксама часамі задаем шмат пытанняў Пану Богу і пробуем знайсці розныя адказы. Але нема і не можна іх знайсці. Навошта Иисус Христос часамі заставляе нас самих? А так як у нашым жыцці адбываецца, браты і сёстры. Дакладна так. Калі выобразьте сабе, што хтосьці астаецца сам на некалькі дзён альбо на некалькі ночь, тижняў у хаце. Было жыццё, тут все выехали, все покинули. И от гэтага от ничего рабіць начинает человек себе задавать питание. Начинает шукать отказы на них. Не на все отказы знойдзе. А гэтая тишина помогает человеку застановиться над моими отношениями до ближнего, моими отношениями до Пана Бога, моими отношениями до этой працы, якую я выконываю, и так далее, и так далее. И сегодня Иисус Христос докладно написано, коли был вечер того первого дня, Иисус Христос объявляется апостолом в сам вечер. Что бы было, как нам Иисус Христос объявился, за якими, например, ходили простры воды, бачили его здравлями, какие цуды робят, потом бачили, як його забивають, крижують, ховають у гробницю, наступного дня нам говорять, що нема тіла Ісуса Христа. И как объявился, какое было наше первое питание до Иисуса Христа? Напевно, людское, полезно. Скажи, кто тебе камень отсюда в гробницу, что ты пришел? Як ты прошел сквозь эти полотны, что это остались так скрученные были, и твое тело было закрученное в них? Як там, где ты был одразу, что не объявился нам? Мы бы сделали одразу есть претензии.
А мы ж турбовалися по Єзу. Ми тут не ведаем, што рабіць. І таксама апостол, яны таксама дакладна паступілі. Яны задавалі шмат пытанняў. Але такого пытання, дакладна такого пытання, дзе Пан Єзу быў, не задалі. Прачытаем усе 4 Євангелії, Яна, Луки, Матея, Марка. Адказу такого пытання до Єзуса Христа апостола не поставили. Глядзім на рэакцыю, якая адбылася апостолаў. Езус стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Радасць. Якая наша радасць? Чи мы радуемся з гэтага, што мы прыходзім на святую мішу? Чи мы маем радасць, калі, напрыклад, з раніцы альбо ўвечары робім знак крыжа: «Пане Божы, маю радасць гэтага і дзякую Тебе, што дазволіў мне сёння падняцца, адкрыць вочы, што даў мне здароўе». Чи я дзякую за такія звычайныя рэчы? Мы, людзі, так пабудаваныя, нам выдаецца, што нам усё належыць. Але забываемся пра нашу удзячнасць да Пана Бога. Але Бог міласэрны, і Бог чакае. І сёння гэта паказвае сённяшнюю урачыстасць Божай міласэрнасці, якую мы перажываем. Асабліва ў нашай парафіі, дзе калісьці, як Бог дазволіць, паўстане санктуар Божай міласэрнасці. А што дае нам радасць? Хтосьці скажа, як я калісьці гаварыў, купіў аўтамабіль, і што новы аўтамабіль прыгожы паставіў перад акном, я іду спаць, адкрываю, там стаіць. Што гадзіну ўстаю, каб паглядзець, чый яшчэ стаіць. З раніцы, перш чым даже больше не успеў адкрыўся, уже на нагах стаю після акна, адвешваю піралку, праціраю акно, стаіць. Ёсць радасць. А што б было, каб не было? Ну, гэта кожны знае з нас, што было. Чи гэта такую радасць дае Ісус Христос? Не, намного большую радасць, чым гэтым, што мы купілі новы аўтамабіль для дзітей. А з чаго бярэцца радасць сапраўдная, пра якую сёння гавораць апостолы? І ўзрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Чи мы радуемся з таго, што мы сёння ёсць у святой мішы? Што мы можам прыняць Пана Езуса ў нашае сэрца? Што Ён будзе найбліжэй нас, як бы мог быць. Так близко мы будем его носить, как Мария носила в своем уроне. Мы будем такими самыми людьми. Чим этому закрываем радость и удячность. И мы часто не маем радости. Чему? Глядите, что у нас до этой радости захочет. Гэтыя словы, якія Ісус Христос сегодня паўтарае троечы. Езус стал посередине и сказал: «Спокойно». Затем Езус снова сказал: «Спокойно». И затем, когда объявляется, а после 8 дней каша: «Спокойно». Так как радость навести, так и пометь. Спокойно, спокойно в сердце. Вот только человек спокойный может делиться с правдой радостью другими. Я поровную человека спокойного до спокойной воды. И берем камычек и кидаем. И начинаете расходиться в спокойной воде, круги такие, буквально. И мы все шире, и больше, и больше. Некоторые из них, как вельми спокойное озеро, так доходит аж до самого берега. Этим спокоем хочут делиться. А что будет, как мы кинем булыжник, даже усхваляванное море? Будет только хлюп, и все. И булыжника нема, и нема спокою. А Ісус хоче, як чоловік, якщо хоче отримати радість, то повинен на початку у серці шукати спокою. А що мені дає спокою? Учимся правди спокою, як і тим, що Ісус Христос пообіцяв. І говорив апостолам: «Я помру, буду укрижований, а на третій день з мертвих повстану». Що дає справді спокою? Чи дає спокій
святая мша не сьогодні, а повинна давати. Бо Ісусу Христу залежить на кожному з нас. Бо Пан Бог дає кожному з нас час на навертання. Чим є цей час? Час тяжкий. Але це такий час, ми кажемо перед Паном Богом. Я не чую, що цей час, який ми сьогодні переживаємо з цією хворобою, це є час Божої милосердності. Шмат людей, закрытые у домах на карантине, мають більш вольного часу, який могли б присвятити, наприклад, на більш особисту молитву, або на читання Святого Писання, як використовуємо цей час, або вернуться до Пана Бога. Бо вельми часто мы в этом проблемах, в этом непокое сегодняшнего свету губим Пана Бога и не можем его найти. Спокойно. Чи правди ми маємо спокій? А чому ми не можемо прийняти этот спокій? Тому що, з одной стороны, мы докладно не можем знайти и принять в себе ласки, які Бог надає. Ми чекаємо від Бога тільки трошки. Ми помолилися і хотіли би, як Бог нам дав эту ласку, яку ми просимо. Але забуваємо, що у Святому Писанні, а не тільки у Святому Писанні, святая сестра Фаустина, колись сиділа і робила на дротах, в'язала. Коли так в'язала, сиділа і розмовляла з Паном Єсусом. Пане Єсус, я роблю одну ложку, а ти одну душу до неба. Шиста. І з'явився Пан Єсус. І говорить: о, сестра Фаустина. Какая ты хитрая есть. А сестра Фаустина: а пробачь, Пане Єсу, я ж забыла, что ты не умеешь давать мало, ты умеешь давать только шмат. А Пан Єсус: о, ты зрозумела меня, сестра Фаустина. Вот, нехай буде одно бочка на дротах, одна душа у небо щастя. Брати и сестры, у целом Святом Писании поглядите на первые духи Иисуса Христа. На веселье не хватило вина, 20 литров. Пан Иисус говорит: поставьте буклаки, напомните вино, столько вина, что не видите, по сегодняшний день выпить. Переменил. Кто-то тебе сказал, Пан Иисус не дается, как киновать в кухне. Чему? Ну, пам'ятаєте, ішов народ за Паном Єсусом, голодний прийшов на пустиню. Пан Єсус що робить? Розмножає хліб. За першим разом застається 12 кошов, за другим разом 7 кошов, уломков хлеба. Хтось говорить: Пане Єсус, ти що, считать не вмієш? Ти що, великий Бог? А столько нет. Пан Єсус хоче показати: хочеш, я тебе дам. Але дам столько, що ти не унесеш. Чим проявляється Божа милосердність? У добрині. Бо Бог не хоче надати стільки трошки, а хоче надати шмат. Але чи ми хочемо скористатися цим шмат? Чи ми хочемо по-справжньому перемінити своє життя? Коли так, то маємо дякувати Пану Богу. То в чим проявляється Божа милосердність? Справді, ми маємо повірити, що одної крові Ісуса Христа хватило бы и хватит, как обмыть все грехи свету, как избавить весь свет, наибольшего грешника. А Пан Иисус сколько пролил этой крови на крыше. Як похоже этот образ, что сбоку Пана Иисуса выпущены два промени ласки. Бог дает нам ласк, час наверное. И как мы не смарновали этот час, как мы використали его, как мы пробовали изменить свое життя. А что нас тримає? Что мы не можем найти спокою. В нашем житті есть две такие клавиши, например, в этой Ямахе, которая тут стоит. Один черный, а другий белый. Первый клавиш – это наше прагнение, то, что мы хотим. Другий клавиш – это злость. Яка вона злость?
Наприклад, жонка говорить до мужика: зроби гэта, накрий на стол. Приходить за полгодини, глядіть, мужик старався, умів, як накрив, як умів, так і накрив. А жонка: не так, криво. Мужик знову йде оправляти. Поправив з добра, а жонка знову: я знову криво, як мені куди там, і доколяв. І та й критає клавіші. Хочу зробити так, злость не так. Хочу зробити, і може нести спокою. Це один з прикладів, що в нашому житті так нема. Ми хочемо щось виконати, але коли щось не йде по-нашому, ми змирюємося і тратимо на спокою. Нас заливають хвилювання сьогоднішнього світу. Нехай з тим, брати і сестри, та як у сьогоднішній Євангелії, Єсус підійшов, дихнув і каже: прийміть Духа Святого. Кому відпустите грехи, тому будуть відпущені. На ким покинете, на тим застануться. І справді, Бог дає нам того самого Духа, докладно дав нам того самого Духа під час Христу. Одним дарить Духа Святого під час сакраменту бішмування або конфірмації. Це того самого Духа, якого дав апостолам у сьогоднішній Євангелії. Це того самого Духа, якого нас пошлє апостолам під час П'ятидесятниці, коли будуть молитися, і що начнуть розмовляти, коли вийдуть, отримають Духа Святого розними мовами, язиками. Чи ми сюди приходимо, як розмовляти розними мовами? Ні. Ми сюди приходимо, як отримати Божу милосердність, як зрозуміти Пана Бога, а у світлі як Пана Бога зрозуміти своє життя. Як ще раз навернутися і сказати: Пане Боже, без Тебе я не могу. Веру в единого Бога, Отца Всевышнего, Створителя неба и земли, всякого башенного и небашенного, и воздела Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца нароженного, первенца мира, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправданного от Бога соправданного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, разве Богу все сталося? И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по Божьему Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, славно вижу от Господа, яки за Отца и Сына походит, якого разом за Отцом и Сыном, належит поклонение и хвала, яки промовлял раз Богу. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешения помилуй, и життя вечного у свете. Раз Jezusa Chrysta, jaki dla nas pomógł z mертвых powstał, как подарить нас житем вечным, узнесем до Бога супольные молитвы. Молимся за святый костел, как увещал людям радостную правду о мертвых повстании Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого, как и мечтавший об воскресшем Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, которые занимают высокие посады в нашей державе, как их решение сприяли добробыту и духовному развитию нашего народа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кого Дух Святый одарил своими выключенными дарами,
как своим служением они заохотвали еще больше людей до веры у Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о обороне всех людей небезвестной хвороби, инфекции всех захворевших, а так само за лекаров и супрацовников службы оховы здоровья. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых в особливый способ, доручаем Иисусу Милосердному святой памяти Янину, один год по смерти, Брониславу, Юзепа, семьи Соколовских, Конопатския и Ванда Калач, просячи, как добрый Бог принял благодарство. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой святой мши, как мы у штоденном житті з вірою черпали сили для життя у згоді і любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, дякуем Тобі за все дари Твоєї рабині і просим. Научи нас годно їх виконувати і використовувати раз Христа Пана нашого. Ну вот, 135. Молитеся, браты и сестры, как мою, и вашу являну принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме окляву з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, приви дары Твоего народа, и ученикам всех, кто в развызнании веры их рассмотреванного житье, досягнули вечного счастья в раз Христа Пана нашего. Аминь. Аминь с вами. И с Духом Твоим. Говору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Заправдивом это и справедливо слушна и слава верна, как мы Тебе, Пане, за все Ты славили, а особливо у этот день большего чиста пещали Твою хвалу, коли Христос был верованный, як нашая Пасха. Боем заправная ягнё, Йому взял раки светлый свою смертью, белок нашую смерть, вернувши нам житё свое мертвых повстание. Тому, откуренное человечество во всем свете радуется о воскресению Христа, охоя о нем разом с всеми святыми, śpiewają Tobie im chwały, niespłynna usklikajuczy. Święty, święty,
Pana нашего Иисуса Христа, действуя мощью Духа Святого, ты все оживляешь и освещаешь, и неспытно собираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую охрану. Того уедности с усим костелом в наисвятейший день, с мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, праз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего эти дары, какие мы принесли Тебе на охрану, как станции телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо тую ночь, коли був витязаний, узяв хліб, і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każąc: «Bierzcie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта wielka tajemnica wiery, obwieszczając śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoją воскресение и czekają Twojego przyjścia chwały. Panie, wspominając zmarłczую ruchu Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение w Jego шесть, i czekając Jego drugiego przyjścia, z podzięką składają Tobie эту живую и святую ofiarę. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak ofiarę, jaką Ty pożądał być umiłostivleny, насколько мы, uzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali jednym ciałem i jednym Duchem u Chrystie. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać wsparcie z wybrannikami Twoimi. Najpierw z Najświętejszej Panny, Bogorodicej Maryi, со святым Юзефом и Еавраником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками Твоими, со святым Архангелом Михаилом, ангелами, святой сестрой Фаустиной, святым Яном Павлом II, благословенным ксензом Михаилом Сапочком, Брониславом Маркевичем и усими святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пильгримує на землі, со слугой Твоим, папом нашим Францишком, biskupom naszym Tadeuszem, z usimi biskupami, усім духовенством и усім народом Того Януковляним. Будь милостивый до просьбу в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднать з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померных братов и сестер и всех, кто в власти Твоей отошел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ими завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала,
Радуйся, яки вечный нам. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, прийти владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Тебя, Пане, zbaw нас от всего злого. Дай ласкаво упокой у дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приистя Збавцы нашего Иисуса Христа. Будь Твое благодарство и моц и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój dаю Wam. Proś, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a daryć Jego supokojem i jednością, jakich żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Boś baranek Boży, boś той, kto bierze na siebie grzechy światu, благословленный и покликанный на вечеря Божью. Panie, ja nie warty, как Ty вошел до меня, ale скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя. Номер 255.
Молите все, и ко мне нес. Молите ему воскрес. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, учеников принятый нами пасхальный сакрамент, за все добродействие в наших душах, праз Христа Пана нашего. Amen. Объявляю душпастерский. Другая неделя, Великодная, иначе неделя Божьей милосердности. 21 красовика у автора вспоминаем святого Анзельма, бискупа и доктора Костела. 23 красовика успомин святого Войтеха, бискупа и мученика, а так само успомин святого Юрия. 25 красовика у субботу свята святого Марка Евангелиста. Сегодняшние сборы ахвярования предназначены на диецезіальні мети. Дякую сердечно всім, хто причинився до приготування сьогоднішньої урочистості, за спів, оправу літургічну, за прибирання каплиці і території довкола її. Дякую всім, хто допомог розставити лавки, з тим їх знову звернути. Дякую Раді Марафіальній за підготовку. Дякую сестрі Любомирі за так само за те, що упригожила на сьогоднішню урочистість каплицю квітками. Усім, хто причинився до пригожості, хай добрий Бог одорить вас ответными ласками. Складаю найлепшее пожелание всім братам православным, и хай Иисус у вас взрослый одорить вас и ваши семьи благословением и с упокоем на початок сегодняшней урочистости. Помолимся за тих, хто святкує дні народження, іменини, юбілей, хто чекає народив дітей. Зварот католицких біскупов Беларуси до святаров, консекрованных особов и верников. Належит прочитать у неделю Божьей милосердности. Обожанные святары, консекрованные особы, дорогие браты и сестры. У эти дни Костел святкує Пасху, перемоги Иисуса Христа над смертью. И тут біскупи звертаються до вас різними справами, цитують так само Папу Францишка, який нагадує, що у сьогоднішньому світі чоловік все більше повинен свої просьби заносити до Пана Бога, молитися об выздоровлении, об обратунку світу від хвороби, так само об вірі для кожного з нас. Так само подає лічбу, що вже шмат медиків рятують нашей родине, наших близких, знайомих. І тому кожен день ми бачимо шмат зворотів у медіях, в соціальних сетках, у СМИ, которые хочуть нас якби оборонить от того, что как мы не заразились, а как урятували свое життя. І Костел так само, особливо у свята Божої милосердості, святає, що ми так само повинні молитися один за одного. Але не тільки молитовно повинні допомагати, але пропонує у третю неділю Великодную, чи в наступну неділю, зорганізувати добровольний збор ахвярования на необходимые речи для ратунку людей, которые захворели. В этой речи, або сродки, докладно мы будем организовать после Святой Мши,
будем збираць, калі хто будзе хацець, можа злавіць ахвяру, будуць перададзеныя ў карытас наш беларускі, а карытас, калі даведаеце, што камусьці патрэбны якісь рэчы, то гэтыя рэчы закупіць і перадаць неабходныя сродкі для ратавання жыцця. А калі хто не можа зрабіць, або хто там што не прыйдзе, таксама ёсць на старонцы Католік Пай нумар рахунку, на які можна пераслаць якісь сродкі фінансавыя для ратавання нашага блізняга, который сапраўды патрабуе ратунку беды медыкаў і неабходных сродкаў для гэтага. І пад канец гэтыя біскупы пішуць: «Нехай Бог сцережэ вас і вашых блізкіх». Мінск, 15 красавіка 2020 года. Больш падрабязную інфармацыю можна знайсці альбо на нашых старонках парафіяльных, альбо на старонцы Католік Бай. Дакладны зварот, можна яго ўнікліва прачытаць. Там ёсць нумар рахунку. Таксама гэты нумар рахунку вісіць у нас на дошцы аб'яваў звонку побач з аб'явамі на капліцы. Гэта столькі, што я хацеў звярнуцца да вас. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, што моліцеся, што ёсць. Памолімся за ўсіх дабрадзеяў, ахвярадаўцаў нашай парафіі, таксама абновы дабрадзеяў будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас даручаючы кожнага паасобку, венцу Маці Божай Божэнцовай Тваёй парогі аддаёмся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молению нашим. И от Тебя производит приходит, выправляй нас завсёды. Марна хвалебная и благословленная, упание наше, аллилуйя наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас проявляй, Сыну Своему нас поручай, Сыном Своим нас отдавай. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Покрывите голову на благословение. Бог, який брат мертвых повстане своего народного Сына спаслал вам на откупление и усыновления, нехай благословить вас и наполнить духовною радостью. Аминь. Откупитель Иисус Христос, який назавсёды одарил вас правдой и свободой, нехай даст вам уделу вечной спадщине. Раскрос из мертвых повстали с Христом веры, нехай праведное житё вас поеднает зиму небесная и жие. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыйде на вас и застанется назавсёды. Идите в супокои Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Богу, аллилуйя, аллилуйя. Помолимся за нас, можна подчас сьогоднішнього свята урочистості отримати откус, хто був у комунії, хто був у сповіді, хто є без греху, може цей откус отхарувати альбо за самого себе, як за живого, а як коли запам'ятно за когось одного, близького. Помолимся в интенциях Святого Отца. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас завсёды. Панна хваленная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай.
Święty Archaniole Michale, wyraży nas ku złamani, bądź nam łagodny, super słabu swej łaska złowa ducha, pokorna prosim, niechaj jako zniszczyć Pan Bóg, a Ty kniazie wojska niebieska, mamutności Bożej, skinu piekła szatana i innych złych duchów, jakie nas ubóstwiły na świecie. Amen. Święty Boże, Święty mocny, święty nieświadomy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświadomy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświadomy, zmiłuj się nad nami. Azaru, kochaj Ty zarazy, Baranina Boża, Abrakonaj i nie spadzaj śmierci, ścieraży nas Boża. My grzeszni, Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boża. Numer 6.